Громкие заявления, неожиданные признания и максимальная открытость. Примерно так можно кратко характеризовать событие, которое произошло сегодня в столице. А если еще точнее, то в правительстве. Там после заседания Кабинета министров, где на этот раз, к слову, обсуждался рекордный рост казахстанской экономики, сразу более чем на 6%, больше было только 14 лет назад, состоялась традиционная пресс-конференция. Они проходят постоянно, иногда мы даже показываем фрагменты из них. Но чаще всего такие мероприятия проходят очень дежурно и буднично. Но сегодняшнее стало абсолютным исключением. Дело в том, что ответить на вопросы журналистов пришли не кто-нибудь, а сам премьер-министр Олжас Бектенов и все его заместители. Так сказать, весь цвет отечественной исполнительной власти. Вопросов, которые традиционно невероятное количество. В подтверждении тому, забегая вперед, отмечу, что продлилась пресс-конференция более 3 часов. Много говорили об экономике, в частности, об инвестициях и росте ВВП. Однако некоторые вопросы, как и ответы на них, оказались очень неожиданными. Так, к примеру, у премьера спросили о дипфейках. Прошу не путать с дикпи, вы поняли, с его участием. Это такие поддельные видео с участием известных людей. Действующие лица на них обычно совершают необычные действия или делают провокационные заявления. Бектенов списал все на век цифровых технологий, а также заявил, что к таким историям относятся спокойно. Но только не в тех случаях, когда этим пользуются мошенники. К слову, выяснилось, с ними сейчас активно борются и уже заблокировали 67 миллионов звонков от них. Используют и людей обманывают, там рекламируют что-то, да, от имени какого-то высокопоставленного лица. И многие люди, к сожалению, на это покупаются и отдают деньги свои. Здесь мы работаем, кибермошенничество, и в МВД создано специальное подразделение. Здесь можно было начинать и аплодировать чиновнику за такую позицию. Но следом журналисты спросили у него про обратную сторону цифровизации, информацию о нас с вами. Ведь не так давно стало известно о крупнейшей в истории страны утечке данных. Премьер факт подтвердил и сообщил о расследовании по этому делу. А еще пообещал, что все виновные непременно будут наказаны.